Так вот, значит, в первой части я прошелся по 14 первым пунктам. На самом деле я не хотел делить на части это видео, мне сын говорил, надо поделить. И так получилось, что значит, видео почему-то вырубило само по себе, поэтому пришлось вынужденно поделить мне на значит, первая часть, теперь вот вторая часть. Я начинаю с 15 пункта, это инвестиционные фонды недвижимости, то, что называется REIT, да, Real Estate Investment Trusts. Это, значит, это те фонды, которые позволяют вам стать фактически владельцем недвижимости, иметь долю в этом фонде, и они потенциально разрешены, если только значит, сама недвижимость используется для разрешенных целей, скажем, это могут быть там офисные здания, например, да, там, соответственно, гостиницы, например, ну и так далее. Опять-таки, если, значит, сама деятельность этих, значит, сама недвижимость разрешена, то коммерческий, там, офисный, там, жилой и так далее, то здесь проблем никаких нет. Дальше, 16 пункт. Различные взаимные пенсионные накопительные фонды и фонды семейного страхования. Да? То есть здесь вот традиционные фонды, они запрещены. Почему? Потому что они совмещают себе как, значит, акции компаний, как разрешенных и так неразрешенных с точки зрения исламского права, так и облигации, деривативы, фонды различные и так далее, индексы, которые не разрешены. Поэтому в традиционные фонды вкладывать нельзя, но даже у очень серьезных инвестиционных банков сейчас есть отдельный, то, что называется Sharia Compliant Funds, вот, то есть те фонды, которые соответствуют, значит, требованиям исламских финансов, поэтому можно искать вот такие фонды. Но классические стандартные фонды, они не разрешены. Дальше. Различные запутанные, значит, различные, значит, схемы, фонды, компании, как я написал, которые предлагают гарантированные прибыли, часто завышенные, я пишу, инвесторам, часто не оговаривающие риски и убытков для инвесторов в часто неясные проекты. Но о чем я говорю здесь? Я немножко, наверное, запутал вас. Я говорю о классических пирамидах, да, которые сейчас, естественно, не называют себя там пирамидами, как вот МММ, например, уже больше не называет себя пирамидами, они очень, то, что называется, sophisticated, да, очень себя полностью фактически шифруют себя под нормальные, достойные компании, инвестиционные фонды, хедж-фонды, там, инвестиционные там, различные компании и так далее. Да. Но схема у них одна и та же, фактически они вам предлагают огромные доходности, там, 0,5% в день или там, 30% в месяц, 200% в год, абсолютно нереальные доходности. Они не оговаривают ваши убытки, то есть фактически получается, что как будто вы убытков вы не несете. Вот, в них абсолютно непонятные, неясные схемы, куда они вкладывают, документы они вам нормально показывать не могут, и более того, вы получаете существенную часть дохода не только от инвестиций, но и от привлечения новых членов. Фактически вы покупаете или вы продаете членство, да, вы продаете новых людей, то есть фактически вы продаете рабсилу и рабов для этой схемы, поэтому в такие схемы очень опасно входить, и они однозначно запрещены. Вот. То же самое дальше я говорю, что разные, значит, различные запутанные схемы, инвестиционные схемы, которые вы не можете понять ни с точки зрения объектов инвестиций, ни их доказуемости, ни с точки зрения рисков и вознаграждений. Они выглядят привлекательными на первый взгляд, но непонятными с точки зрения их реализации. То есть, вот как я уже сказал, есть разные виды схем, но самое, вот то, что их объединяет, вы понятия не имеете, во что они реально инвестируют, да? Вы не можете это доказать. Они могут вам показать реальные, значит, не юридические документы, да? Не документы по проектам, не документы по инвестициям, не аудиторские отчеты, например, да? Не то, значит, в какие страны они инвестируют, либо где они зарегистрированы. Обычно они регистрируются в офшорных зонах. Поэтому, если вы завтра потеряете свои инвестиции, вы никуда даже не сможете подать ни в суд, никому не обратиться. Поэтому в эти схемы ни в коем случае нельзя входить. И вообще, в принципе, с точки зрения исламского права, чем проще схема, чем проще продукт или контракт, тем он более соответствует требованиям ислама. Да? Чем больше наворотов там, тем больше непонятных вещей, тем более мутно она, тем больше в ней гарар и джагаля. Да? Это неясности, неизвестности, непонятности. Вот, поэтому в такие схемы вкладываться ни в коем случае нельзя. Дальше, идем дальше с вами, значит, торговля на рынке Форекс. Вот, практически вся, 99,9% торговля это CFD контракты, это контракты на разнице. Углубляться в требования ислама не буду, просто скажу, что торговля на разнице означает, что фактически физического, значит, купли-продажи валют не происходит, происходит только игра на разнице между курсами, соответственно, и разница не является товаром, вы продаете неопределенность, вы продаете то, чего у вас нету, то, чем вы не владеете, у вас нету этой валюты, соответственно, плюс здесь вовлекается еще плечо, margin calls, проценты, leverage, поэтому это все запрещено, поэтому больше не спрашивайте, можно ли торговать на Форекс, нет, вот сегодняшняя торговля на Форекс,
ритейловая, она запрещена, потому что это фактически не физическая, значит, торговля Форексом, а торговля разницей, вот, которая не признается, с точки зрения ислама, не признается активом или маль.